Меня зовут Иман Кашкараев. Вот, родился в городе Пржевальске. Сейчас это называется город Каракол. Вот, там, значит, я закончил детско-юношескую спортивную школу. Вот, занимался греко-римской борьбой. Вот, все с 1 по 10 класс. После этого я попал в армию. Вот в армии не было греко-римской борьбы, я овладел там самбо. Да. Сам я являюсь мастером спорта по борьбе. Вот. Мне понравилось самбо, то есть, поэтому по сегодняшний день сам и тренирую детей самбо, сам борюсь тоже. Вот. Вот. Потом я много лет прожил, значит, в Германии, там тоже тренировал детей. Когда вернулся туда, в Кыргызстане, тоже искал зал. Работал, значит, я чуть-чуть с Нурмет Агаем, с Алмаз Агаем работал, Арпаевым. Вот, они потом мне, Алмаз предложил, говорит, есть зал, там новый открывается в этом Маевке, перед Маевкой. Ну, я думаю, поеду посмотрю, все-таки свой зал, когда работа зимой лучше. Приехал сюда, в этот зал, вот, так, здесь чуть-чуть еще сам оборудовал. Вот. Потом, ну, как детей будем набрать. Потихоньку начал, значит, дня 3-4 сижу, нету никого. Вот. Потом смотрю, идет, вот, значит, здесь мимо ученик. Вот. Ну, думаю, в зал завел, здесь показал, говорю, смотри, какой зал у меня, давайте я покажу пару приемов. Вот. Это ему понравилось, я ему сказал, если хочешь хорошо научиться, надо привести с собой друга. Вот. Он пошел домой, значит, пришел и привел еще с собой двоих ребят. И вот я с ними начал работать здесь. Вот уже 3 года я в этом зале работаю. Вот набрал сейчас у меня более 100 учеников у меня здесь. Вот. Значит, в день у меня 3 группы, в каждой группе 25-20 детей. Вот. Попозже вечером я, конечно, тренирую взрослые ребята у меня есть, которые уже работают. Вот они тоже приходят у меня здесь тренируются. Так что мои ребята, многие есть, значит, призеры республики, международных соревнований. Вот так вот работаю здесь, тренирую детей. Ну, самбо это мне нравится, потому что здесь есть все стили борьбы. И греко-римская борьба, вольная, джиу-джитсу, дзюдо. Ну, как сказать еще? Самбо – это моя жизнь. Я за 3 года стал победителем республиканской соревнований. Благодарю моему тренеру Иману Агаю. Большое спасибо, очень благодарю. Мой зал находится по Молодой гвардии, ниже чуть-чуть БЧК. Вот это вот района Базар-Азиз, не доезжая Баята. Так что занимайтесь самбо. Это очень хорошая борьба, то есть укрепляет здоровье. Во-первых, самоуверенный всегда, то есть в себе ты ровно держишь всегда, то есть уверенность в разговорах даже везде, то есть отношения очень хорошие, даже с людьми на контакт входят. И поэтому я хочу, чтобы мои дети, не только дети, даже взрослые люди занимались именно спортом. Спорт – это жизнь, это здоровье. То есть, как сами будете, так же и дети за вами будут тянуться. Так что давайте будем заниматься все спортом. А теперь мы находимся в фитнес-тренажерном зале, так тоже называется он Барс. Также сюда дети мои приезжают неделю 2 раза, тренируются. Вот. Хочу им все физическую, чтобы они были готовы здесь, и также и выносливость я им готовлю здесь. Вот. Здесь у нас есть также тренера, которые инструкторы помогают, как свои мышцы развить, и также выносливость развивать. Здравствуйте, приветствую вас в фитнес-центре Барс. Меня зовут Артем, я являюсь фитнес-тренером этого клуба. Сегодня мы рассмотрим упражнение под названием жим штанги лежа на горизонтальной скамье. Итак, начнем. Камиль, ложись. Ложимся на спину. Штанга на уровне глаз, то есть двигайся чуть ниже.
Глаза под штангой. Так, лопатки немного приводим под себя. Берем штангу. Поднимаем. Опускаем примерно в центр груди. При опускании делаем глубокий вдох. При подъеме делаем выдох. Вдох. Локти должны быть ровно параллельно полу. Опускаем не просто из точки А в точку Б. Работаем грамотно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Так, ставим. Рассмотрим следующее упражнение под названием становая тяга. Она прорабатывает прямые мышцы позвоночника. Как знаете, позвоночник – это важная часть в скелете человека. Чтобы вам было понятнее, рассмотрим на практике. Камиль, беремся ладонями на ширине плеч, ну можно немного шире. Берем штангу, немножко отходим назад, ноги по внутренней части рук, чтобы руки не мешали. Чуть-чуть поуже ноги поставь. Теперь присгибаем немного колени, отводим таз назад, поясница прямая, опускаемся до 90 градусов, до угла 90 градусов над полом. Подъем. Делаем вдох. Делаем выдох. Спина должна быть прямая. Отлично. Колени сгибаются для того, чтобы снять нагрузку с позвоночника. Неправильно поставить человеку технику, он может очень сильно травмироваться. Это упражнение требует очень бережного подхода. Изначально, даже если приходит человек, новичок, никогда не занимался, не нужно сразу его отправлять на становую тягу. Нужно хотя бы месяц, может 2 месяца укрепить его спину, а потом потихонечку начинать учить. И последний разок сделаем. Оп, отлично, ставим. В следующем упражнении рассмотрим жим ногами узкой постановкой ног. Это упражнение в этой постановке, именно в этой постановке, потому что есть несколько разных постановок на разную часть мышц, то есть квадрицепс, бицепс бедра, там, внутренняя часть бедра. Там. Узкая постановка, она прорабатывает мышцы бицепса бедра и ягодичные мышцы. Объясню выполнение упражнения. Ноги сгибаются до 90 градусов. Ниже сгибать не нужно, потому как есть такая связка, как мениск. Он может надорваться, ну, не при маленьких весах, при более таких средних, либо более тяжелых весах. Разгибаем ноги. Также выпрямляем не до конца, также во избежание травмы колена. Опускаем. Весь упор идет на пятку, дабы не травмировать сустав голени. Опускаем. Так же, как и в предыдущих упражнениях, не забываем про дыхание. При опускании вдох, при нагрузке, при подъеме выдох. Эти тренажеры наши, мы их привезли из Германии, то есть это чисто европейский вариант. Вот. На этих тренажерах очень легко заниматься, даже приятно. Вот. Поэтому я вас всех приглашаю сюда, всех бишкекчан, не только бишкекчан, и весь народ, который здесь рядом находится. Вот. Так что у нас зал находится по Ахунбаева Советская, это напротив медакадемии, вот Ахунбаева 109. Вот. Что могу сказать? Здесь у нас только здоровье набираться надо и, как говорится, долголетие жизни. Все, спорт это жизнь, это здоровье.